Как пребывание в коме отразилось на творчестве Сергея Довлатова? Что известно об уникальном глобусе на коме-языке и достижения нашего региона в военные годы? Порция свежих фактов о коме к столетию в материале Александры Головиной. Ярикская нефтешахта была первой в СССР и крупнейшей в мире. В годы войны там в промышленных масштабах добывают нефть. Ее перерабатывают на Ухтинском заводе. Это уже был более совершенный способ переработки нефти, и к началу войны завод именно производил переработку нефти на этой установке. В это же время в Воркуте-Инте закладывают 30 шахт. Именно уголь республики отапливает блокадный Ленинград. Чтобы доставить заполярное топливо в центр страны, летом 41-го в Коме ударными темпами строят железную дорогу Котлас-Воркута. Для этого демонтируют и перебрасывают из Москвы конструкции Дворца Советов и металлический мост через канал Москва-Волга. Магистраль откроют через полгода. Народ Коми-Республики рука об руку с русским народом приступил к развитию мощной современной промышленности. Послевоенные годы прорыв в развитии республики. В регионе возводят крупные промышленные предприятия. Комсомольцы-добровольцы возводят Усинск и Вуктыл. Лыжники прославляют регион на всю страну. Глобус на коме-языке хранится в Музее истории деревни Туйскерес Усть-Вымского района. Это самый дорогой экспонат деревенского хранилища. По некоторым данным, это единственная в мире подобная модель земного шара. Названия населенных пунктов нанесены вручную на несуществующем уже алфавите – молодцовском. Издание Центра издата «Москва». Выполнено Госкарт-институтом. Тираж 500 экземпляров. Выходные данные говорят о тираже в 500 экземпляров, где остальные 499 – загадка. Основатель коми-букваря и пособия по грамматике Василий Молодцов в 1938-м арестован по обвинению в причастности к контрреволюционной организации и осужден на 3 года заключения в лагерях. Возможно, глобусы с его алфавитом были попросту уничтожены в Коми-крае. Интересно, что на нашей территории, если верить глобусу, на момент 30-х годов прошлого столетия было только 4 географических объекта. Сыктывдин-Кар, сегодня это столица Коми, Визин, село Визинга и реки Печора и Эжва. Последнюю мы называем Вычегдой. Русский писатель и публицист Сергей Довлатов проходил срочную службу в Коме, а именно в небольшом поселке Чиня-Ворог. Сегодня там складируются и погружаются в вагоны тиманский боксит. Оттуда в верховье Тимана идет дорога до рудника. В исправительно-трудовом лагере, расположенном в поселке, вохром вооруженным охранником служил Сергей Довлатов. У поклонников его творчества есть реальная возможность увидеть места, описанные им в книге «Зона». Поселок за последние полвека практически не изменился. В соседней Ухте, кстати, одно время ходили разговоры о переименовании одной из улиц в улицу Довлатова. Инициатива отклика у горожан не нашла. Жители предлагали другой вариант – увековечить память о Владимире Высоцком, но, как оказалось, он в Северной Жемчужине никогда не бывал. А вот его сын, по некоторым данным, в студенческие времена работал в Ухтинском трудовом лагере.